Вот в целом ряде школ города Бишкек и некоторых других городов в свое время, еще в советское время, проводились исследования на тепловое загрязнение. Но в частности перегрев, а уже не, положим, в летний период, когда каникулы, но еще до каникулярное время, первое время осенью, первые месяцы. И было обнаружено, что в некоторых школах, особенно южная сторона помещений, была очень сильно перегрета, выше всяких стандартов. Это особенно для тех школ, которые строились по образцам, так сказать, хрущевских новостроек из бетонных панелей, из бетонных таких вот стенок и все прочее. И один из способов, так сказать, борьбы с такого рода тепловыми загрязнениями, ну, в частности, это тоже было в советское время проверено на нескольких школах, это создание вертикального озеленения на прогреваемых стенах. Это снизило сразу же, как только появились эти вертикальные стенки, это снизило сразу до нормального состояния. То есть способы, пути борьбы с тепловыми загрязнениями, но это прежде всего связано и с строительными материалами, самими строительными конструкциями, и с недостатком внешнего озеленения. Потому что очень часто вот эти южные стены школ, южные или западные, когда наиболее прогрета внешняя среда, они абсолютно не защищены никаким затенением. Я уже не говорю о том, что многие из, так сказать, строений школьных, как и вообще жилых строений, они совершенно не, так сказать, по строительным нормам совершенно не соответствуют нашим климатическим условиям. Это связано с историей нашего перехода к оседлости. И первое время, такая массовая оседлость была в 20-30-х годах советского периода, и она велась по стандартам тех оседлых поселений, которые были сделаны теми поселенцами, которые в основном прибыли из центральной полосы России. В центральной нечерноземной полосе России там совершенно иные климатические условия. И поэтому эти строения, они не очень соответствовали. Но еще это были одноэтажные строения, это не так уж страшно, только был некоторый перерасход топлива для отопления. Но в дальнейшем, уже в более поздние времена, когда стали строить многоэтажные строения, они строились по тем стандартам, которые также пришли из нечерноземной полосы России. Эти стандарты разрабатывались Всесоюзным научно-исследовательским институтом архитектуры и строительства, который находился в Москве. И вот поэтому зачастую и то, что подходило для нечерноземной полосы России, здесь
создавал вот определенные условия, потому что жесткий, слишком сухой, слишком контрастный, а летом слишком жаркий климат, он делал иногда в этих помещениях, создавал так сказать, достаточно невыносимые условия.